Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы находимся в Алданском районе, около поселка Лебединый. И за моей спиной это одно из таких достопримечательных мест поселка Лебединый. Это Голец Лебединый, гора, которую называют Якутка. И сегодня мы в рамках проекта «Испытано на себе» испытаем на себе подъем на гору и покажем вам виды, которые открываются с этой горы. Ну, уже достаточно так волнительно. Тем не менее, мы не одни. У нас будут проводники. Сегодня это жители поселка Лебединый. Это Саша, Даша и Никита. С Дашей мы сейчас познакомимся. Дарья, привет. Здравствуйте. Дарья является выпускницей Алданской детской юношеской спортивной школы. Ты лыжница. Я лыжница. Расскажи нам про вот это место. То есть я вижу здесь база, да, скорее всего, горнолыжная. Да, раньше здесь была такая достойная, хорошая база. Многие приезжают и до сих пор ее закрыли. Но есть люди, которые приезжают, ездят и соревнования на снегоходах проводят, то есть у них тоже и на горнолыжах катаются, на сноубордах. То есть в людях все равно это осталось, кто любит свой спорт. И мы это ценим, и воспринимаем адекватно, что приезжают. И очень надеемся, что сейчас в рамках проекта нам восстановят эту базу, как сказать. То есть в будущем эта база задышит, да, получит новое дыхание. Да. Ну, действительно, Алданский район, он знаменит своими снегами. То есть вот вообще Первый в среднем снег сколько выпадает высотой? Трудно сказать. 2 метра точно. 2 метра? Да. То есть это вообще, наверное, рай бывает для лыжников, больше, сноубордистов, снегоходчиков особенно, скорее всего. Да, снег у нас выпадает очень рано. Он может в конце осени, может в середине сентября выпасть. Ну и я думаю, многие из наших зрителей знают, что сборная команда России, да, по лыжам начинает свой тренировочный процесс, сезон именно с Алдана. В том году к нам приезжали, то есть у нас выпал снег. В Алдане его еще не было, то есть был асфальт. Снег, конечно, шел, но он таял. А у нас получается грунтовая дорога, и поэтому на снег остается, он падает, тает, но все равно остается. То есть в Лебедином он еще раньше сезона открывается? Да. Мы отличаемся вообще по сравнению со всеми регионами, что у нас очень рано снег выпадает. И длится он 9 месяцев, длится зима. Поэтому мы рады такому, что иногда, конечно, хочется, что у нас очень сильные холода, иногда хочется тепла, чтобы теплая зима была. Я думаю, с приходом зимы все опять снова радуются, особенно лыжники. Да, поэтому у нас это мы уже привыкли к такому, что у нас в середине сентября может снег выпасть. Он у нас и 15 июня шел летом, мы сами не ожидали. Обычно у нас июнь самый теплый, а дальше холодная погода. Так в этом году он выпал снег. Уже картошку посадили, а он выпал. Поэтому тут нечего удивляться, тут у нас совсем другой климат. Да, действительно. Ну, а сейчас, наверное, поподробнее про наш подъем, как мы будем подниматься, примерная высота и сколько по времени у нас займет. Мы будем подниматься в нашем простонародном Якутка, вдоль этой горы, по канатной дороге. У нас немного вариантов, как Александр сказал. И спускаться будем также, по времени займет, я думаю, для туристов 1,5 часа где-то в среднем. Подниматься, в среднем, да, где-то метров 700, наверное, 800. Поэтому, самое главное не сдаваться. И не смотреть наверх, да? И не смотреть наверх, да, что там осталось очень много. 700 метров, надо отметить, мы примерно подсчитали, то есть это не по прямой, а, соответственно, по высоте, да? Где-то так, да. Около 700 метров в высоту. Ну что, с вожделением, с волнением мы начинаем наш подъем нашей небольшой группой. У нас в составе 5 человек. И начнем подъем, будем потихоньку рассказывать вам и знакомиться, конечно же, с замечательным Алданским районом.
Да, мы, кстати, перед подъемом спрашивали, есть ли места, где надо на четвереньках ползти. Дарья сказала, что нет, но, тем не менее, местами, да, Серега? Есть Слишком такие крутой места, подъем где получился. такие немножко крутые подъемы. Это так камни лежат просто. Даш, вообще, я слышал, что на гору Якутска, да, поднимаются школьники. Школьники, как бы выпускники. Ну, это было раньше, конечно, уже мы это время не застали. Это было, ну, выпуск, наверное, ну, в 2000-х годах, когда выпускники школ поднимались на гору. Ну, то есть было у них такое мероприятие. А мы уже застали то время, когда у нас на горе Рудка была такая бочка большая. И там оставляли пометки выпуска. И сейчас у нас, как сказать, бочки этой нету. Снесли ее. Теперь мы оставляем пометки на мосту, который находится недалеко от стелы нашего. Вот, а так у нас осталось, что школьники, ну, мы также являемся школьниками детско-юношеской спортивной школы. Мы каждый год поднимаемся на эту гору. То есть даже 2 раза в году. Это получается по весеннему снегу, когда он уже мокрый. Это очень тяжело, конечно. Поднимаемся с этой стороны, где мы сейчас поднимаемся. И где-то летом, уже в середине июня, мы поднимаемся на гору со стороны поселка. У нас снег там лежит. И мы вот постоянно через вот эту вот глыбу ходим, так сказать. То есть практически до середины лета не тает снег, да, там? Да, до середины лета не тает. Ну вот в этом году он у нас растаял в конце июля. Ого. Поэтому он у нас очень много лежит. Буквально недавно. Ну, вот в глубине именно, где вот эти вот впадины. Там он лежит. А так он вообще у нас быстро тает. Вот у нас лыжная трасса есть. У нас там снег уже тает как бы в мае. В начале мая еще можно покататься. А потом начинает снег просаживаться, как бы лыжи проваливаются. Вот. У меня родители, когда занимались лыжами, ну, они сейчас тренера, они когда сами занимались, ну, школьниками тоже были, снег когда таял у нас в поселке, они вот тоже на Якутске катались. То есть, как бы, ну, понятно, что не по этой горе, там оставался снег, как вдоль дороги, они вот катались тоже на лыжах. И был это месяц июнь тоже. Снег у нас очень долго лежит, поэтому как бы в какой-то степени мы радуемся, в какой-то степени хочется лето хорошо. Поэтому а так приемлемо это, да. Как бы знаменита очень у нас гора, как бы многие приезжают. Ну и вот говорила, что приезжают там с Нейрингри, то есть, ну, уже как бы это все равно 200 километров, ну, чуть больше даже. С Якутска приезжают, то есть на снегоходах ездят, на сноубордах и на горнолыжных лыжах. Да, ну вообще надо сказать, что действительно, да, потому что, допустим, в Якутске, ну, снег выпадает, ну, вот этот год был рекордный, конечно, по выпавшему снегу, а так в целом уровень не такой большой, ну, может, чуть ниже колена, где-то вот так, в лесу, а здесь по 2 метра есть места. У нас, наоборот, в этом году очень много снега выпало. Ну, вот в Якутске тоже было много, да, то есть у вас, я представляю тогда, что было. Ну, меня не было, как бы зимой все равно тут как бы не застало такие холодные морозы. Ну, не, как бы не совсем холодно было, ну и не совсем тепло. Поэтому, ну, минус 30 было как бы стабильно. Поэтому понятно, что когда вот у нас, допустим, в лыжах у нас в минус 30, как бы можно там сходить погулять, но недолго, потому что все равно замерзаешь. И лыжи не едут. Ну, плюс ветер, наверное, да? Ну, ветер бывает, а бывает, что его нет. У нас обычно ветер холодный, когда у нас минус 18, как бы такая нормальная погода, когда можно покататься. А ветер мешает, как бы кажется, что минус 30. Поэтому обычно в такое время мы уезжаем куда-нибудь в теплые такие более места, где можно уже нормально позаниматься. Поэтому, ну, кто чему рад, поэтому... Ну, а мы продолжаем наш подъем. Здесь, кстати, вижу, что есть кедровый сланик. Потихоньку подходим, и уже местами гора становится такая более крутыми склонами. Тут такие вот, и камни еще более сыпучие, получается. Немножко затрудняет это продвижение вперед. Немного скользишь назад, как бы. Так, вот он, кедрач, кедровый сланик.
Но в целом, я вот смотрю, как бы, да, тут получается же рядом вот Нерюнгринский район. И вот общий вид такой, вот когда едешь, перевал Тит, да? Угу. Вот тоже такой похожий. И там вот есть место тоже, где в ложбине в такой снег не тает. Снег лежит, да. Вот, ну тогда я примерно представляю, как выглядит это все. Ну, вот обычно, когда у нас снег начинает падать, он же тает, все равно он на гору сразу не ложится. Угу. Он ложится у нас только вот в эти впадины, глубины. Наметает его туда. Да. Поэтому, как бы обычно на горе же он тает уже вот весной ближе, потому что вот в мае, ну в этом году у нас как бы снегоходов очень много было. Они у нас каждые выходные приезжают. Ну, то есть с Алдана как бы. У нас в Алдане и построили горнолыжную. Ну, это более как для детей и для как-то самоувлечения, так скажем, что как бы там соревнования проводят, насколько мне известно. Ну, не такой международный уровень. А у нас именно гора, которую надо все-таки восстановить и сделать действительно такую хорошую базу, чтобы не только вот приезжали там с Нерюнгри, но и из дальних как бы районов. Ну да. Вообще, надо сказать, действительно место перспективное, то есть такой вот несколько склонов. Тут есть и более пологие уклоны, есть и покруче, да, то есть разные категории спусков. Поэтому такое место достаточно интересное. Плюс... Я была на Сахалине, мне тоже нам понравилось. Там горы такие вот, мы поднимались, как бы, ну, понятно, что поднимались по канату. И как бы достаточно такое, ну, когда нам рассказали там, сколько там трасс, то есть там тоже различается, да. Когда я туда ездила, там было 11 трасс на 3 горах. То есть, допустим, в одну сторону, в другую, с третьей и с четвертой стороны. И так 11 было. Но они тоже как бы продвигают, потому что международный уровень у них. Они продвигают это и открывают новые трассы. Я надеюсь, что у нас также будет. Как бы, я думаю, что и для туристов тут как бы очень такое хорошее место. Да. Очень надеемся. На Сахалине, он, по-моему, чистый воздух, по-моему, называется. Да, чистый воздух. Да, чистый воздух. Тоже там был, да. Здорово. Ну, горный, будем надеяться. горный воздух, да, действительно. Ну, он и чистый там. С этим не поспоришь. Точно. Ну, Сергей, как ты? Да, нормально. Нормально? Дай передышечку, пойдем дальше. Ребята, это уже середина? Нет. Только начало? Процентов 30. 1/3 есть, да, где-то? Ага. Я посмотрел наверх. Главное не перегреться, да? Так, 1/3 пути. Все в ожидании сейчас. А когда наверху, выше этой горы видно, да? Да. Она ниже, да? Все видно, будет шикарный вид. Так, это Голец Школьный, да? А это Пионерка. Пионерка. Гора Пионерка. Вперед. Ребята местные вообще как на прогулке. Идут спокойно вперед. Мы идем. Вон Сергей. Уже. Я тоже посмотрю уже на этот трос от фуникулера. Иногда помогает подниматься. Сегодня погода солнечная, но не особо жарко. Ветер дует. Но если внизу казалось, что прохладно даже, то здесь это прям самое то. Как будто поток кондиционера в жаркий летний день. Скажи, Серега, это, да? Равнинные люди долины Туймада приехали в горы. К таким горам мы точно не привыкли. Быстро разбиваются ноги. Поэтому, чтобы преодолевать такие высоты, необходимо учиться дышать в первую очередь, я так полагаю. Учиться дышать, готовить ноги. Тренироваться. Делать утреннюю зарядку. Еще раз тренироваться. Не кушать шаурму. Шаурму можно иногда, конечно. Ну да, чуть-чуть. Но точно не перед подъемом. Да. А я
А я сейчас иду и потихоньку вспоминаю каждую шаурму, которую я съел когда-либо. И мне кажется, они меня покидают потихоньку. Красота. То, что нравится, когда поднимаешься в горы, это больше не сам подъем, а именно такие пятиминутные перерывы, когда ты садишься и, соответственно, лицом поворачиваешься в долину, то есть в ту сторону, откуда ты поднимался. И в эти моменты прямо иногда аж мурашки по коже, потому что открывается красивый вид, ты сам отдыхаешь, организм такой разгоряченный. И просто сидишь и наслаждаешься вот этим моментом, именно красивые облака, долина, вдали горы, которые такие покрыты такой синеватой дымкой, внизу лес, реки, в общем, просто шикарные ощущения. Совместное восхождение передач «Утро Якутии» и новости. Да? С нами Сергей Михедов и Руслан Ачиров. Сергей? Так, по расчету мы должны были в 10 утра подняться на вершину. Сейчас 9:56. Есть все шансы войти в график. Фу. Но ребята сами уже давно наверху. Классный подъем. Пойдем так. Там, да. О,
9:58. О, классно. Ну что, друзья, мы это сделали. Мы поднялись на Голец Лебединый, на гору Якутка. И отсюда открывается просто шикарный вид. И есть такое ощущение, что можно дотянуться до облаков руками. Низкая облачность. Сегодня, кстати, после обеда обещают дождик. Но я думаю, что мы еще успеем спуститься, не намокнув. Хотя взяли с собой дождевики. Ну что, сейчас мы поднялись на гору одним путем, да, то есть вот с этой стороны, отсюда, вот видите, старый фуникулер. Пойдем мы немного по пологому склону. Так, ну что, у нас уже на спуске поднялся такой ветер. То есть мы как бы еще поднимались, была такая подветренная сторона. Здесь уже такой ветерок. Ну, не сказал бы, что прям сильно холодный, но тем не менее как бы гораздо сильнее. И уже на спуске мы увидели следы, так сказать, деятельности хозяина тайги. Ну, вообще, Алданский район... На всякий случай обернулся. Вообще, надо сказать, что Алданский район известен большим количеством хозяев тайги. Вот. И в том числе, даже несмотря на то, что этот Голец Лебединый, он такой, тут кедрача не так много, но тем не менее он сюда выходит, бывает, и кушает шишки. Сейчас сезон уже близится к осени, поэтому, в принципе, надежда, что он сытый, довольный. Но, тем не менее, все равно нужно быть аккуратным, осторожным.
пока спуск, в принципе, неплох. То есть хорошо, что мы пошли по этой части. То есть если бы спускались там, где поднимались, было бы гораздо сложнее. Я думал, что на спуске ноги у меня уже будут отказывать, но тем не менее, вроде все идет неплохо. Сам пейзаж немного поменялся, да, то есть мы уже с другой стороны горы. Думаю, можно продолжать идти и наслаждаться видами. Друзья, надо сказать, что подъем и вот сейчас спуск, ну мы практически спустились. Очень, знаете, ну, таки дарит интересные эмоции. То есть подъем такой сложноватый местами, да. Потом идешь на спуске в своих мыслях. Я уж не говорю о вершине, где можно оглядеть окрестности и прямо очень классные пейзажи. И вот в подтверждение моих слов, да, я вот думал, что, ну, мало кто поднимается на гору, но вот сейчас по склону, там, где мы поднимались, по фуникулеру, идут два туриста. Вот, тоже за интересными эмоциями, за новыми впечатлениями. Там почти спустились. Здесь, скорее всего, привод фуникулера в этом старом сарайчике. Ой. Так. Правила пользования подъемником. Кстати, здесь по ущелью течет ручей. Его не как вода. Вкусно, да? Это вообще родник, наверное, получается. Похоже на родник. — 11:40, да? Нормально? Четко. Ну, можно отдохнуть. Сейчас твои впечатления мы спросим. Друзья, ну что, мы сейчас в точке нашего подъема. Это база горнолыжная. Здесь видите старые лыжи, да, то есть оставлены. Такой очень
аутентичное место. И, конечно, действительно, вот, ну, смотря на это, понимаешь, что в советское время здесь, да, было большое количество людей, которые катались на лыжах. Мы видим фуникулеры. В целом, конечно, хотелось бы, чтобы это место, да, получило толчок к развитию. Ну, а наш подъем сегодня, я на самом деле больше как-то думал, было страшнее перед подъемом, чем когда уже начали сам подъем. То есть по времени мы уложились, так, 8:30, 24, меньше 4 часов, да? Где-то Да, так? на все меньше 4 часов. Самое важное, что мы вот не поленились, стали с самого утра, то есть, пораньше, да, да. проснулись в 5 утра, в 6 утра выехали, там, с Томота, да, например, приехали сюда, подъем начали, ну, прямо, ну, во сколько, 8:30, да, где-то начали подъем, и хорошо, что начали с самого утра, поэтому, если вдруг вы соберетесь пойти сюда, да, вот захотите подняться на вершину, на гору Якутка, мы рекомендуем идти с утра. Сразу же, потому что до обеда вы как раз сможете ее спокойно подняться наверх, полюбоваться природой, у вас будет достаточно времени. Нагоните аппетит, да? Да, нагоните аппетит. Наверху, пообедать. да, наверху можно устроить замечательный пикник, я думаю. Ну, в том числе, кстати, да. Там такой вид красивый открывается практически на все, ну, то есть во все стороны. Да, можно посмотреть в любую сторону, и очень красиво. Видно сам поселок Лебединый и далеко-далеко еще дальше. Природа, конечно, воздух шикарный. И шишки, вот мне понравились кедровые. То есть идешь, да, идешь такой уже. У меня были с собой там, там чуть-чуть перекус, но я даже что-то на него не смотрел. Так, идешь, щелкаешь. В целом, хорошо, что мы еще благодаря нашим ребятам, проводникам, да, пошли по более пологому склону. То есть мы не стали спускаться так же, как и поднялись. И даже попали в небольшой лесок. Да, лес. Не только камни, прошли через небольшой лесок такой, достаточно густой. Вот. Прорубались. Ну, общее впечатление. Общие впечатления только позитивные. Действительно, это место достойно к развитию, я считаю. Достаточно, ну, я считаю, зря его так немножко подзабросили, подзабыли. Ну, в ближайшие годы явно все говорит о том, что это место будет развиваться. Здесь практически есть все. Здесь можно вот починить фуникулер, да, постройки уже даже есть. Их немножко привести в порядок, и будет готовая горнолыжная база. Можно поставить эти сканди дома, да? Да, сканди дома. В принципе, это даже финансово не так будет космически затратно, чтобы это реализовать. В целом, получается, даже тут такое как бы расположение, что в принципе, да, то есть ради того, чтобы, ну, я знаю, вот люди в Якутске, да, кто знакомые, ездят там, допустим, Шерегеш, там гора Соболиная, да, в Иркутской области, если не ошибаюсь. Вот, даже, по-моему, кто-то на Сахалин ездил. Вот, тут в целом сел на машину, по переправе проехал, за световой день добрался, разместился в гостинице, покатался, отдохнул. Вообще спокойно, то есть можно даже на уикенд выезжать и отдыхать, покататься, если здесь еще будет гостиница. В целом и близость к городу Нерюнгри, да, то есть, ну, и Алдан сам, ну, то есть вообще как бы... То есть все есть, немножко развить инфраструктуру, так сказать, подшаманить, да, простыми словами. И здесь будет очень достойное место, и в принципе оно даже способно заменить какие-то крупные курорты, на которые, горнолыжные курорты, Да. на которые... Ну и в целом надеемся, что в ближайшем будущем, да, испытан на себе будет зимой, и мы приедем на горнолыжную базу Лебединый. Это обязательно надо запланировать, Да. приехать и прокатиться здесь. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить наших проводников. Это Дарья, Александр, Никита. Для них, мне кажется, это была такая прогулка, да? В отличие от нас. Друзья, ну и на этом наш очередной выпуск передачи «Испытано на себе» подошел к концу. Напоминаю, что сегодня у нас также был участником восхождения, ведущий новостей и телеканала «Якутия-24» Сергей Михедов. Спасибо за компанию. Спасибо, Руслан. Было здорово. Особенно, кстати, мы тебя немножко подсняли там. Мы когда ехали сюда, говорим, а есть ли там места, где нужно на четвереньках идти? Дарья говорит, нет, таких мест нет. Вот смотрю, Серега там в моменте. Эти места были. Да. Эти места были. Да, я тоже там пару мест так, то есть на 4 точках опоры поднимаешься. Ну что, мы испытали на себе подъем на гору Якутка. Приезжайте в Алданский район, поселок Лебединый. Посмотрите на эту замечательную природу. Ну и до новых встреч в эфире.